Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня работники СМИ Абхазии отмечают свой профессиональный праздник, приуроченный к дате выпуска первой национальной газеты «Абхазия Апсны» 27 февраля 1919 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил журналистов, работников СМИ республики с профессиональным праздником и пожелал ветеранам и молодым сотрудникам абхазской журналистики крепкого здоровья, удачи и успехов в нелегкой и ответственной работе. За время становления и развития в абхазской журналистике сложились свои традиции и особенности. В этой сфере всегда работали творческие, неравнодушные люди, осознающие высокую ответственность перед обществом, отметил в частности президент в своем поздравлении. Президент Рауль Хаджимба сегодня имел возможность и лично поздравить журналистов, пригласив к себе на традиционное чаепитие представителей средств массовой информации страны. В непринужденной обстановке за чашечкой горячего чая прошла встреча президента Рауля Хаджимба с представителями различных СМИ Абхазии. Поздравляя журналистов с профессиональным праздником, глава государства отметил, что их работа – это ежедневный большой труд, и освещение событий и тенденций во всех сферах под разными углами играет неоценимую роль в развитии государства. Я не сомневаюсь в том, что еще впереди нас ждут значительные процессы становления нашего государства и, конечно, становления нашей журналистики. Мало, может быть, пока еще что сделано для того, чтобы мы получали бы тот опыт мировой журналистики, получать технические возможности, которые необходимы для того, чтобы квалифицированно, достойно доносить до наших людей ту информацию, которая, во всяком случае, присутствует вокруг нас. Абхазская журналистика имеет давнюю историю, начиная с выхода первой газеты «Апсны» в 1919 году. Президент пожелал ветеранам и молодым сотрудникам абхазской журналистики успехов в нелегкой и ответственной работе. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик поблагодарил президента, отметив, что работа организации, как и раньше, направлена на повышение профессиональной квалификации журналистов. Также председатель Союза журналистов поделился новостью о соглашении между парламентом и Союзом журналистов об организации конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности Народного собрания. Редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураско поблагодарил президента за теплый прием. Подобные встречи говорят о том, что руководство страны высоко ценит нелегкий труд представителей средств массовой информации республики, отметил Юрий Кураско. Вот такая неформальная постановка, она дает понять, что руководство республики интересуется, хочет помочь по возможности всем газетам, которые издаются в республике. Каждый согласится, наверное, с тем, что, это уже мнение привожу тех же наших коллег из-за рубежа, из той же России, или когда они видят, что обилие газет, телевидения, сегодня телевидение практически в каждом районе, свое местное, крутят местные новости, передают на наше центральное телевидение. Они говорят, у вас очень хорошо. За такие статьи у нас бы давали бы срок, а вы пишете все, что хотите. Растет новое поколение журналистов, и этот факт не может не радовать, отмечалось на встрече. Особенно хочу отметить, что очень приятно, появляется целая плеяда молодых журналистов. Мы вроде по количеству и не так мало у нас журналистов, и все равно нам не хватает профессиональных кадров. И вот просто видно, очевидно, появляются молодые журналисты с хорошим пером, с хорошим глазом, которые делают интересные материалы. И очень хочется верить в то, что именно они, следуя вот этой преемственности, дальше будут развивать абхазскую журналистику, доносить до нашей аудитории те новости, которые есть в стране, и всем всего самого-самого доброго. Вместе с тем, многие руководители СМИ обратили внимание главы государства на технические возможности средств массовой информации в нашей стране. Материальная база, к примеру, АГТРК, требует обновления. Несмотря на все эти проблемы, работники СМИ выполняют свою задачу по оперативному информированию населения о важнейших событиях в стране.
Союз журналистов и парламент Абхазии объявили совместный конкурс среди работников средств массовой информации на лучшее освещение деятельности законодательной ветви власти. Главная цель конкурса – привлечение СМИ к объективному освещению деятельности Народного собрания, его комитетов и комиссий, а также полное информирование граждан республики о принимаемых депутатами законах, постановлениях и иных нормативно-правовых актах. К участию в конкурсе приглашаются журналисты всех печатных и электронных средств массовой информации, а также авторы, чьи материалы будут размещены в СМИ в 2018 году. Принимаются материалы самых различных жанров. В профессиональный праздник абхазской журналистики документ о совместном конкурсе подписали спикер парламента Валерий Кварча и председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Это еще один такой яркий показатель открытости парламента. Эти традиции всегда присутствовали в абхазском парламенте, независимо, вот уже 6-й созыв в истории нашего парламентаризма. Все времена всегда здесь демонстрировали открытость и всегда журналистам создавали условия, независимо от их статуса государственного или негосударственного. Здесь журналисты всегда очень плодотворно работали. И это должно быть хорошим знаком вообще для всех других служб, для всех ветвей власти. Сегодня президент Рауль Хаджимба представил активу и депутатам Гагарского районного собрания нового главу администрации Геннадия Сеченава. Ранее, 12 февраля, по представлению президента, депутаты Гагарского районного собрания дали согласие на назначение Геннадия Сеченава главой администрации района. За такое решение проголосовали 22 из 24 депутатов. Указ главы государства о назначении Геннадия Сеченава зачитал руководитель администрации президента Даур Аршба. Представляя нового руководителя, Рауль Хаджимба отметил, что в Гагарском районе много проблем, решить которые необходимо в кратчайшие сроки. Президент выразил уверенность, что Геннадию Сеченава это под силу. Глава государства также поблагодарил за работу Заура Бганба, который руководил районом с 2016 года, и отметил, что опыт Заура Рамшуховича будет востребован и в других должностях. Хочу выразить свою благодарность предыдущему руководителю и надеюсь на то, чтобы где бы он ни был, есть у него еще возможности проявить себя. Что касается нового руководителя, я знаю этого человека, надеюсь на его порядочность, надеюсь на то, что, используя возможности тех, кто рядом будут, тех, кто поопытнее, вместе создадут условия для того, чтобы Гагра стала бы действительно той Гагрой, которую мы знали, знаем и знают ее за пределами Абхазии. Поэтому вопросов, которые требуют очень быстрого решения, которые потребуют и не просто решения, а зачастую и более жестких подходов от того, насколько вы все вместе эффективнее будете работать, от того и будет зависеть и работа в целом всех остальных структур и качество жизни в самой Гагре. Новый глава администрации Гагарского района поблагодарил президента за доверие. Геннадий Сеченава родился и вырос в Гагре, поэтому проблемы города и всего района ему знакомы не понаслышке. Инженер-технолог по профессии, с 1993 года Геннадий Сеченава являлся сотрудником службы государственной безопасности Республики Абхазия. Хочу выразить свою благодарность за оказанное мне доверие, постараюсь его оправдать. Присутствующие здесь руководители служб, актив города, жители района. Мы все любим наш город, переживаем за него. Проблем много. Все проблемы, мы, наверное, все прекрасно знаем они, в каких сферах. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, только совместными усилиями мы можем справиться. Я надеюсь, что вы меня в этом поддержите. В завершении встречи Рауль Хаджимба заверил актив и депутатов районного собрания, что руководство страны сделает все возможное, чтобы район развивался и процветал. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Нури Тания избран председателем Конституционного суда Абхазии сегодня в ходе тайного голосования судей Конституционного суда на закрытом заседании. Кроме того, судьи проголосовали за кандидатуру заместителя председателя и судьи-секретаря. Заместителем председателя Конституционного суда Республики избрана Людмила Ходжашвили, судьей-секретарем Рауль Пантия. В составе Конституционного суда 5 судей: Нури Тания, Людмила Ходжашвили, Рауль Пантия, Алиса Бегуа, Диана Пилья. Определением судьи Верховного суда Республики Абхазия Генрига Миссония отказано в принятии административного искового заявления депутатов Народного собрания Абхазии Батала Табагуа, Дмитрия Дбар, Юрия Хагуш, Батала Айба и Рауля Лолуа. Информация об этом размещена на сайте Верховного суда Республики. Ранее в Верховный суд было передано заявление группы депутатов парламента о признании незаконными парламентских постановлений, касавшихся избрания Алисы Бегуа судьей Конституционного суда Республики. Как отмечено в заключении судьи Верховного суда Генрига Миссония, заявление группы депутатов парламента подлежит рассмотрению и разрешению в порядке Конституционного судопроизводства Конституционным судом Республики Абхазия. В Москве в Совете Федерации прошла пресс-конференция, посвященная созданию парламентской группы по поддержке благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии», которая занимается реализацией гуманитарных проектов на территории республики. Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев выразил поддержку благотворительному движению и призвал коллег-сенаторов поддержать гуманитарные проекты послов доброй воли. В ближайшее время проекты послов доброй воли будут обсуждаться в рамках работы парламентской группы. Тренинг-семинар создания и развития собственного бизнеса прошел сегодня в культурно-деловом центре «Дом Москвы». В мероприятии приняли участие представители различных предпринимательств Абхазии, а также молодежь. Основная тема тренинга – участие молодежи в проектах малого бизнеса. Саресмар продолжит тему. На семинар была приглашена тренинговая компания из Краснодара «Экология разума». Сегодняшнюю встречу провел бизнес-консультант Василий Птицын. По мнению участников тренинга, данное мероприятие позволит молодым людям научиться бизнес-планированию, управлению проектами, а также ознакомиться с особенностями организации предпринимательства. Все вы прекрасно знаете, что в современном мире одним из основополагающих условий устойчивого экономического роста являются инвестиции в человеческий капитал, то есть это в образование, в умения, в навыки, в здоровье сотрудников, в их социальное положение, и инновации, то есть инвестиции в передовые технологии. Представитель тренинговой компании «Экология разума», бизнес-консультант Василий Птицын, открывая семинар, рассказал присутствующим о деятельности компании. Вот уже 19 лет Василий Птицын является бизнес-консультантом. Его часто приглашают в разные страны и города для проведения тренингов. Я занимаюсь этим 19 лет. За это время я провел порядка 700, больше уже 700 тренингов, семинаров, в которых приняли участие почти 10 тысяч человек. На разные темы, консультировал разные компании, от каких-то маленьких индивидуальных предпринимателей до транснациональных корпораций. 3 года я был консультантом British American Tobacco, такой компании в 3 странах. 4 года я был консультантом компании PepsiCo. Еще были компании Shell. В сегодняшнем бизнес-тренинге было много начинающих бизнесменов. Каждый из них пришел с целью получить необходимые знания в области предпринимательства и обрести уверенность, которой так часто не хватает молодым бизнесменам. Представители бизнес-сообщества отмечали, что семинар дает возможность найти и реализовать новые идеи для развития бизнеса. Для меня это как получение каких-то новых навыков в дальнейшем, чтобы данные полученные навыки использовать в практике. Почему я решил посетить этот семинар? Потому что на самом деле интересно. Это возможность получить какие-то базовые знания в бизнесе, как-то развиваться, то есть саморазвитие, это же очень важно. На самом деле жду больше информации, которую можно будет применить на практике, потому что очень часто тренинги подразумевают собой именно теоретическую часть, а вот практической базы, то есть вот того, что будет тебе в реальных условиях помогать,
редко бывает. Поэтому хотелось бы именно это и увидеть, это и освоить. В ходе тренинга обсуждались такие темы, как развитие стартапов и умение проводить переговоры. Василий Птицын объяснил, как справляться с трудностями, с которыми сталкивается предприниматель в начале своего пути. Рассказывал об основах финансового управления, а также о маркетинге. Семинар продлится 2 дня. Царья Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 3-8, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.